Короче, умные часы показывают, прошел я 6,7 километров, 10 тысяч шагов у меня. Вот такое расстояние. По времени не знаю, сколько уже прошло. Ну, 7 километров скоро будет. На самой трассе здесь какая-то будка. Остатки. Ящик. Полки, может, косяк двери. Из бруса какая-то будка была. На подъем вон оттуда иду, ребят. Этот сосновый лес, участок быстро закончился. Только начал идти и все. Да, все заросло, все поменялось тоже тут. Так что ничего хорошего, я думаю, там впереди нас не ожидает. После вырубок под сад выходит просто стена леса. Может, чисто по навигатору как-то кругами придется пройти. Ну, мама, не горюй там. Жесть. Ой, беда. Вот, смотрите. Все уже там, короче, заросло, капец. Ну, одним словом, в тайгу захожу. Там не пройти. Там просто не пройти. Сейчас, ребят, выйду, расскажу, что и как. Вот она, просека, вон кварталка. Квартальный столб. Мне от этого столба надо вон туда идти, вон. Прям, ну, вот по такому лесу. Ну и сами посмотрите, как мне быть. Туда идти или же обойти вот по краю. И даже, между прочим, думаю, это очищенная просека. Здесь, видать, в эти года, ну, может, в прошлом, позапрошлом году здесь чистили просеку. Да, позапрошлом, думаю, даже. А не слава, я туда не полезу. Я пойду вот так круг. Конечно, это будет дольше идти. Я даже не думал, что вот здесь я увижу вот этот просвет. Я думал, мне придется вдоль этой просеки вот здесь, прям по тайге идти. Как сейчас оттуда шел, вдоль дороги пришлось мне пройти. То же самое. Так что, ребят, идем. Будем выбирать самый хороший, максимально хороший. Пусть, смотрите, какие осины. Здесь делянка хорошая. Именно вот такие осины там стоят. Прям сногсшибательные. Ну, сногсшибательно это вот так посмотришь, шапка падает. И диаметр. Ну, посмотрите на мою ладонь. Так, получается 15, 30, 45, 60, минимум 60 сантиметров диаметром. Это меня держит, блядь. Какой черт ебаный. Ой, кустик. Так, все, иду. Пока взлетов не было. Вообще птица отсюда просто ушла. Просто вот оптом все, что было, просто переход сделала куда-то, мигрировала. Хорошие зачесы. Обалдеть, как я люблю вот по таким местам ходить. Когда просека очищенная. Вообще здорово. Если до туда пойду и ну, до следующей кварталки 2 километра. Конечно, 2 километра я не буду идти. Может, где вот край этой вырубки будет, я там буду поворачивать направо. Если, ну, хочется, но надо рассчитать силы. И еще топать примерно 20 километров. Ну а здесь, ребят, я уже не раз ходил по этой просеке. Обычно он оттуда и приходил, бывает, до столба, потом дальше от столба ходил до реки. Первый раз, наверное, я здесь проходил, когда здесь
частный предприниматель вырубал лес. Вот эту делянку. Именно эту делянку. А потом этот предприниматель надоело ему. Или же обанкротился, короче. Перестал этим лесом заниматься. Иду, просто глаза радуют. Смотрите, ребят, что я вижу. Такой туннель чистый, без валежников, без такого вот сырости ручьев. Это черемух, вот, что скажем, вот с правой стороны, что кустарники эти. И что вот там я вижу. Вообще обалдеть. Я иду, наслаждаюсь, просто отдыхаю. До этого путь у меня был не такой легкий. До перехода. И перехода реки я имею в виду. Сейчас я отдыхаю. Решил так. Вот сейчас уже здесь, в принципе, вырубка заканчивается. Вот тут, край вырубкой. Здесь уже вот такие вот осиновая тайга снова начинается. Но я, ребят, решил, пойду километр до средней просеки. Как-никак квартальный столб там должен стоять. Чтобы не блуждать, потом вот я здесь и зайду, конечно, здесь тайга уже хорошая. Здесь я буду ходить, я буду блуждать. А если я найду квартальную просеку, она не чищенная, во-первых, пускай. Но зато она прямая. Она прямая, и я меньше буду зигзагами ходить. Меньше буду на навигатор смотреть. О, бля, как же здесь хорошо-то. Ё-моё. Как будто для меня тут по эту просеку почистили. Ух, хорошо. Да. Обалдеваю. И запах тут от этой осины прямо одурманивает, опьянивает. Аллергия цветет и пахнет, короче, от этих запахов таежных. Фу. Вот это да. Ну, деревья, конечно, шикарные тут. Да. Но осина никому не нужна. Это знаете, как... В принципе, если взять, вот подумать, на экспорт идет елка, осина, елка, сосна, кедр и красные деревья вот эти. Вот. А лиственница. А вот осина, вот, если взять, она совсем дешевая, береза, осина. Ну, это маленькие деньги платят за вот это, вот за эту древесину. Но, если логически подумать, скажем, елка стоит, ну, грубо говоря, 10 тысяч куб доска. Это я так, на скидку. Конечно, намного дороже. Я имею в виду пилочник, доска уже спилена 10 тысяч. А вот осина, древесина, доска 5 тысяч. 5 тысяч рублей. Человек берет на крышу вот эту елку за 10 тысяч. Стелит крышу там, ему хорошо, свежая доска, рубероид поставил, шифер или что там. И если, скажем, вот это все сделать из осины, эту крышу, также вот постелить обрезным досками, которые купили за 5 тысяч, постелили доски, рубероид, шифер, она также прослужит вам. Никакой разницы нету. Никакой. Вон он, древесина. Все заострились, блядь. Рубят сосновые бары. Ой, жалко лес там уже, где мы собрали грибы, ягоды. В этом году тоже от заречья отвели так много делянок. Всю зиму будут рубить, вырубать. Просто скоро негде будет нам собирать грибы, ягоды. На картинках просто на тайгу будем смотреть и все. Вот такие дела.
Вон там появился, я не знаю. Или столб, или пень. До туда схожу, если это не столб, я буду поворачивать направо. Идти, конечно, хорошо здесь, но, блин, круг большой будет потом. Надеюсь, что это средняя просека там. Ну вот еще один след куницы. За сегодня это второй. Так, поскакала вон туда, по пути нам. Вот столб. Да, наверное, порталка средняя. Так, вот она. Да, это кварталка, ребят. Средняя просека вон куда-то вон туда идет. Что-то с одной стороны не стыковочная, а там на второй где-то еще метров 200. Вроде тоже столб. Одна в одну сторону, другая в другую. Да, из-за часа я уже ни хрена не вижу. В общем, все, поворачиваю. Дальше идти не стану. Я смотрю, там еще дальше спуск идет. Там сосновый лес будет. Дальше интересно тоже. Но, блин, врагу не пожелаю, конечно, там ходить. Да и здесь тоже болото страшно будет, даже ходить. Ладно, пойду. Зря, конечно, видать, я пришел сюда, потому что никакого зачеса уже на средних просеках нету. Давно уже лес перерос. Вот эти зачесы уже сами по себе зарубцевались, во-первых, и многие деревья свалились. Но тут под садом минимум, идти хорошо, обзор хороший. Так что пойдем здесь. Да и еще по пути куница тут бегает где-то, может на какую осину поднимется. Увидим. А больше никого. Тишина. Идем дальше. Вот они, ребят, зачесы. Вон, старые зачесы. Еще очень давно делали. Средняя просека. Я по навигатору как бы начал идти, случайно наткнулся. Вот она. Да, это средняя просека. Навигацию поставил 2 километра, там пройдусь. Там, за эти 2 километра, думаю, должен где-то уже появиться такой пустырь, болото. Шириной где-то метров 400 может. Ну, покажу. Без этого перехода я просто не дойду до нужной цели. Не знаю, стоит, не стоит по этой просеке идти. Что-то все однотонно заросло. Но зато пока зачесы видны. Ладно, сейчас, короче, пройду, сейчас там видно будет. Короче, я просто офигел. Увидел следы зайца. Представляете? В нашем лесу даже заяц есть. Вон, свежие следы. Сегодня ходила. Вон. Или ходил. Кто он там? Первые следы более крупнее уже. Белка, куница и зайчишка. Вот так вот. Ночью, видно, ходила и после снегопада еще. А вот тут Лёшка. А может, тут меня уже сейчас дернула она. Между прочим, свежие они. Ну да. Она вот тут лежала. Этот волосок черный. Где у него черный волосок? Вон он. Ну да, от моего голоса она сейчас дернула. Просто вот тут лежала. Зайчишка. Опа. Наверное, сейчас белый. Что за звук? Ворона она где-то. Лебедь, ё-моё. Ну да, лебеди. Там вот
как сказать, получается на запад, если километров, грубо говоря, 4 на Чили, если я пойду, вот хотя бы по этой просеке, я наткнусь на очень большое болото. Там просто, ну, топь, болото. И там гуси, лебеди тусуются всю весну, всю осень. Вот и сейчас тоже вот в ту сторону лебеди улетели. Вот так. А я вам снимаю следы зайчишек. Идем дальше. Пускай бегают. Если попадет, не побрезгую, конечно, буду добывать, на лицензия все есть. Тут, вон он, вон он, беляк. Ну вот, ребят. Спонтанный заяц. Я уже не помню, когда последний раз добывал его. Вон он, ребят. Зайчишка. Ух. Надо же, а. Как фартануло. Пусть дойдет. И сейчас я вам покажу, ребят. Из мелкашки выстрелил. Вообще расстояние, наверное, 15 метров. Если бы не сдвинулся с места, вообще я бы его не увидел. Не знаю, в кадр попало или нет. Я просто не успел на голову даже видеокамеру поставить. Класс. Будет зайчатина. Так, ну что, смотрим. Ух ты, хороший, между прочим. О, кровь идет, ё-моё. Пускай кровь идет пока. Ну что сказать, ребят. Вот он, зайчик, добыл. Как и говорил, давно уже зайца не добывал. Это просто так спонтанно все получилось. Стрелял с мелкашки. И, скажем, если так прикинуть, это и есть, когда тебе везет, когда нет. Сегодня, когда шел, надеялся, что на дороге я буду добывать рябчиков, но, как видели, там шум, гам, каракаты, вездеходы. И шел и повезло. Так что с добычей нас. Это хорошая добыча. Пойдем дальше. Будем искать. Цель у нас сегодня еще добыть, конечно же, рябчика. Но пока я его еще не видел. Сейчас пройду через этот осиновый бор. Пройдем через болото и там уже по дороге. В общем, ну, примерно так, как было, вам показал. Вот так вот. Надеюсь, лайк заработал. Не знаю, ребят, как выкладывать такие вот моменты охоты, добычи. Кровь за все блокируют, наказывают. Нормально, реально охоту трудно сейчас показать в ютубе. Да и о Дзене даже и говорить не о чем. Там вообще сразу блокируют. Это шокирующий контент там. Этот фильм попадает сразу в шокирующий контент. И Дзен сразу блокирует. Вот такие дела. Я уж стараюсь как-то меньше крови показывать. А сам по себе заяц всегда... У зайца очень много крови. Я бобра не добывал, может тоже у бобра много крови, но заяц просто у него очень много крови. Просто после охоты, после добычи там очень много крови идет, и еще, как сказать, замачиваем предварительно в воде.
В общем, болтаю я. Надо идти. Идем дальше. Появился след рябчика. Вон. Тоже свежие следы. Не знаю, где он. Если по пути попадет, то искать я не стану его. По навигатору иду. Я давно уже отошел от средней просеки. Стараюсь как бы срезывать. Сейчас посвящу, может отозвется где-то он рядом. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ты смотри. Так. Пойду тут. Такое шикарное место, ребят. Перейду и по другому берегу пойду. Но навигатор вот чуть-чуть вот сюда показывает. Вот так пройдусь. Здесь даже глухариные места, между прочим. О, сосновый лес. Осины. Там, наверное, ягодные участки такие вот. Брусничные места. Самое главное, следов нигде ничего нету. По первому снегу они все ходят, все. Звери, птицы, куницы вот эти все. Видать, куниц в этом году не очень много. В прошлом году их много было. Короче, это болото я второй раз уже перехожу. Первый раз перешел вон за этой опушкой леса. Оказывается, это болото туда идет, потом в ту сторону идет. И еще вот здесь заканчивается, и туда еще поворот какой-то идет. Вообще непонятное такое интересное болото. И вот так иду, вспоминаю вот этот уголок, я вспоминаю, как-то я здесь зимой ходил на лыжах. Не помню вот только с какой стороны я сюда приходил. О, бля, не помню. Или с той стороны, сейчас откуда иду. Не помню. Просто не могу вспомнить. Немножко ветрено тут на поле. Смотрите, как шикарно. Вот сейчас спокойно вот вам покажу эту красоту. Все белым-бело. Воздух вообще офигеть. Воздух свежий. Вот чувствуется вот этот морозный воздух. Именно вот морозный. Ой, класс. Но болото хорошее. Не зыбкое такое вот. Не проваливаешься по колено. Я иду спокойно. Вот как будто, ну, немножко суховатое вот такой вот была день. Звери ходили, вот следы лосей. Летние следы. Вон там просвет. Короче, там поднимусь, еще 500 метров осталось до квартальной, именно квартальной просеки, где я буду переходить по этой кварталке. Основная, ну, побольше вот там болото будет. Ну, что поделаешь. Приходится так ходить. Где-то хорошо, где-то совсем не очень. Где-то. Ну вот, такие места вот проходишь. Вот такие. Вот когда вот идешь и немножко тяжковато, конечно, но и сразу же ты согреваешься, и отдышка такая. Бля, рябчика вообще нету что-то. Одна самочка вон там свистанула один раз. И все. Какие хорошие места уже прошел. Ну вот. Тут вообще валежники. Мама, не горюй тут. Бурелом такой, ребят. Да, тут, конечно,
Не ахти будет идти. Уже. Делянка ельник. Ёлки-палки тут, короче. И в ельнике каждый раз такая картина. Вот такие валежники, вот кругом. Что я вижу, вот буду скакать, короче, идти из одного валежника на другое. Это хорошо, что еще не такие они высокие, не такие они с сучьями, как в некоторых местах. Сам по себе здесь деревесина такая интересная, очень хорошая тайга. Ну, перестояла я уже. Все, она перестояла. От перестоялости они начинают гнить снутри. Снутри гниют и просто ветром их валит. И охотник потом идет, мучается. Это лафа для лосей тут. Просто шикарное место для них. Кормовая база, смотрите, какая. Рябина. Черт ногу сломит, блядь. Вот это для них хорошо. Фу, Олег запарился уже идти тут. Между прочим, тут следы куницы видел. Такой вот, знаете, вот перед этим снегопадом вроде как прошел, пробежал. Может, один там на всю тайгу тоже. Кто его знает. Сегодня здесь пробежит, завтра в других местах где-то. Ну, одним словом, пробираюсь. Вот тут много подсадов, заметьте. Иду потихоньку. Не знаю, даже сам не засомневался я должен выйти к болоту с осиновой тайги, а здесь что-то ельник, или из-за того, что тут болото недалеко. Хрен пойми, короче, где я иду. По навигатору шагаю. Так, ладно, идем дальше. Показал вам место, где я, в общем, прохожу. Ну вот, ребят. Кварталка. Тоже прочищенная. Вообще хорошо. Вообще хорошо. Видать, даже там эту вырубку, блядь, может, прочищена была. Я такой круг дал. Но зато зайца добыли, ребят. Не надо жалеть, что вот ноги устали или еще что. Все идет. Все, что не делается, это к лучшему. Так. Вот. Ну что, рассказываю. Короче, пока шел от этого болота, что я перешел. И потом, ну, ельник вот этот поснимал вам. И вот эти валежники были. Вот скоро свалится тоже дерево. Смотрите, чистили просеку. Полностью все тщательно прочищали. И вот, короче, здесь недалеко я увидел следы рябчика. Следы рябчика, значит, там где-то рядом. Я свистел один, второй раз и откликнулся. Тоже самочка, между прочим. Самцов вообще что-то нету. Самочка откликнулась. Я подошел, примерно подошел. Блядь, хитрая. Улетела и вот в таких местах, вот видите, просвет такой. Я увидел, примерно увидел и услышал, куда он сел. Она села. Тряпчик. Дай, думаю, подойду. Подошел, но чуть-чуть ошибся. Одним деревом ошибся. Короче, смотрел прямо, а она, оказывается, чуть правее была. Я не снимал ничего даже. Ух, на вершинке сидела и так дернула, быстро улетела. Видно, что рябчик, ну вот сейчас уже как бы зима на носу. Они очень осторожны даже становятся. Дичь, птица. Все, больше ничего, никого не видел. Следы куницы и рябчик. Фу. Это для меня, эта просека стратегически важная. Я уже, считай, я уже в сторону, лево, право, я никуда не буду отходить. Просто буду идти тупо по этой чищенной, хорошей квартальной просеке. Дойду до болота,
долгожданного. Оказывается, он очень даже далеко оказалось. Когда редко ходишь, просто забываешь расстояние, где что находится, все это, ну, бывает. Бывает, забываешь, вот и все. Вот. Как перейдем, там уже вообще классно будет. Сейчас посмотрю, сколько километров я до сюда уже прошел. Гляну. Блядь, сенсор. Вон он. 4 часа 50, 5 часов уже иду. Почти 10 километров. Вот считай, 10 километров уже протоптал. И сколько еще? Десятка еще минимум остается на обратный путь. Но там путь будет хороший. Я буду идти по той дороге, где, ребят, я поднимаюсь на УАЗике до первой избы. Даже думаю, зайдем на первую избу. Чай попьем там. А сейчас еще возле болота надо побыть. Там идти мне еще минимум 3 часа. 3 часа еще до избы. Сейчас 5 часов прошел, еще 3 часа. И от избы еще, получается, до села 14 километров. Вот такой марш-бросок. Вот очередной след, там что-то ковырялся. Вот кошка. Вон. Эти следы чуть-чуть меньше, но все равно прыжки хорошие. Но по лапам видно, что это котенок как бы меньше других, что я вот видел сегодня. Ну, это получается за сегодня четвертый след. Так вот, если не один и тот же бегает, уже в 4-м месте я увидел. Вот так вот. Если собакой, с хорошей собакой, по кунице, которая вот именно вот просто вязкая на куницу, то можно ходить. Где-то он здесь, в этих лесах. Можно добывать, конечно. Деляночный столб, что ли, тут ставили. Неужели отвели делянку? Так. Пустой. Ничего не написано. И зачесов я не увидел. Ну вот, ребят, я сомневался, что вот я по ельнику иду, думаю, куда я пришел. Но нет, все идет чики-пики. Дошел до осинового леса. Там уже вдали, наверное, будет все-таки. Ну, от силы километр, наверное, осталось. И там болото будет. А, тут мыши. Боровой птицы следа нету. Крупной вообще нету. Ни кополух, ни тетерев, косачей. Только вот следы куницы и 2 рябчика пока. Ну вот и дошли, ребят. Вот об этом болоте я и рассказывал, что я буду переходить. Сейчас я на смартфон там тоже болтал, болтал, снимал. Кому интересно, о чем была речь там. Да вообще подписывайтесь на мой второй канал. Будни Олега называется. Там обычно каждый день что-то говорю, рассказываю. Ну по пути там немножко поснимал. Поговорил. Вон он. Вы даже не представляете, какой он большой. Чистый. Без деревьев. Ничего тут нету. Поле такое. Как ни странно, гуси сюда не садятся. Я не знаю, как я буду переходить. Опасненькое болото. Мы здесь клюкву раньше собирали. Вот на мотоцикл восход я здесь и собирал. Сюда вон только в тот угол, наверное, мы приходили с того угла как-то. А тот конец опасный, то туда лучше пешком не лезть. Там раньше и косачи таковали, там шалаш был чей-то. Опасное болото, я вам отвечаю.
Вот тот конец. Но это ерунда, это только та, это вот так вот, посмотрите. Ширина, говорю вам, где-то примерно 400 метров. Но сам по себе не такое маленькое. Вон туда еще идет поворот. И вон так. Следующая кварталка уже за болотом там. Ну вот считай, примерно почти 2 километра до туда еще тянется вот эта болотень. Пипец. Это фигня. А там еще, если от той кварталки еще 3 километра примерно идти. Там уже, да, там уже бесконечность. Там уже... Там уже, да, ребят, просто нет слов. Я там тоже был, ходил и охотился там. И на таках там сидел, там така вообще огромные, большие. Были раньше, сейчас не знаю, что-то там есть или нет. Вон там в середине опасность тоже тут, в принципе, был. Сейчас, может, и уже все изменилось. Блять, сколько там, больше 20 лет. 30 лет уже, ё-моё, прошло. Когда я охотился, собирал клюкву. Не знаю, что-то сейчас есть, нет. Вот небольшой слой так замерз. Вон там вижу какая-то тропинка. Надо перейти. Перейду вот это. И там уже. Там будет лафа, там свежие вырубки начнутся. Дорога должна быть какая-то. Видите, какая шикарная болотень тут. Вот так вот. Звериная тропа какая-то. Ну, по безопасному месту, наверное, не перешли. Пойду там.